Наступил долгожданный июнь, самые теплые деньки. И, конечно, многие жители нашей республики активно проводят время на свежем воздухе. И сегодня мы испытаем на себе один из вариантов такого отдыха. Это езда вот на таких замечательных квадроциклах, но это еще не все. А также есть такие интересные вещи, как мотобайки. Вот мальчики приехали. Как это все будет происходить, смотрите в течение нашего выпуска. Ну и, конечно, свою жизнь я могу доверить только самому опытному человеку. И это старший инструктор Александр, который уже ждет нас. Пройдемте. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Такой шум, гам непривычный, да? Даже от этой вибрации уже становится немножко страшно. Ну что, захотели мы испытать на себе те самые экстремальные виды спорта. Говорят, женщина за рулем – это бомба замедленного действия, да? Что касается все-таки такого вида отдыха, да? Как часто приходят вообще к вам женщины? И приходят ли? Женщины, девушки приходят к нам очень часто. Это наш основной клиент. И те самые бомбы, да, в кавычках, как раз тут и взрываются. Здесь происходит вот этот впрыск адреналина. И, в принципе, все это доступно, все это можно освоить, можно безопасно вполне кататься, если соблюдать инструктаж, технику безопасности, то все нормально. Девушки, приходите. Именно за этим, собственно, я сегодня сюда и направилась. Но давайте начнем с самого простого, с тех квадроциклов. Поговорим немножко о технической составляющей, да, и вообще о возможности этой техники, потому что, наверное, это не новшество, да, для нашей столицы. И многие, наверное, уже и видели, и знают, что это такое, да? Естественно, вся техника в основном приходит у нас из Китая. Техника довольно маломощная. Это не те самые полноприводные квадроциклы, на которых можно ездить на охоту. Это что-то попроще. У нас представлены модели 200 кубических сантиметров, задний привод. То есть они довольно безопасны. Опять же, повторюсь, при соблюдении техники безопасности, при правильной езде, которую мы здесь прививаем, мы показываем, как можно доступно покататься на квадроцикле. Максимальная скорость данного аппарата? Мы ограничиваем до 40 км в час, и мы занимаемся на специально подготовленной территории, то есть у нас тут разогнаться в принципе негде, по большому счету. Ребята рванули, да, так, с ветерком. Вот возрастное ограничение какое? Можно ли посадить сюда свою любимую доченьку, сыночку, 10 лет, к примеру? Здесь, опять же, все очень индивидуально. Вообще на данный квадроцикл мы не пускаем детей в возрасте до 16 лет. То есть у нас можно кататься только с 16 лет. Но приходят, конечно, взрослые люди с детьми, начиная от 6 до 16 лет, и говорят, хочет ребенок, мы, в принципе, даем такую возможность попробовать. В сопровождении инструктора. То есть я сажу ребенка вперед, я сам держусь за руль, он рулит, пробует, где-то даю чуть-чуть газом попробовать. И повторюсь, что мы катаемся по специальной площадке, здесь довольно безопасно. То есть вот это самое главное. Я уже представляю себе картину. Если честно, я не видела эту трассу, траекторию движения, поэтому это все впереди. Но я каждый раз слышу вот эту замечательную фразу о том, что здесь все безопасно, и это меня уже успокаивает. Может ли эта техника перевернуться на бок? То есть на ваших трассах вот с этими техническими особенностями? Это одна из самых опасных видов техники. То есть 4 колеса, они, в принципе, внушают доверие своей стабильностью. Да, вот мне кажется, что нереально, завалиться налево или направо. Но на самом деле это очень опасно. Он опрокидывается постоянно. То есть даже в момент вхождения в поворот вот здесь, то есть если вы чуть-чуть быстрее разгонитесь, он уже будет крениться. То есть правые колеса будут отрываться от земли. Это очень опасно. Но, повторюсь, что мы все объясняем, все показываем. Все ошибки мы подмечаем вовремя и человека объясняем, что делать в случае, если он начинает переворачиваться и так далее. То есть в лучшем случае мы катаемся в течение часа и получаем тот самый адреналин, да, и гормон счастья, да? А в худшем случае мы можем завалиться, но при этом это навряд ли понесет серьезное увечье, да? Или возможно все-таки? Все возможно, это спорт и, в принципе, это активный отдых, он травмоопасный. И, в принципе, любой активный отдых, он травмоопасный. В основном разного рода конфузы происходят в основном, если человек не соблюдает предписания. То есть ему сказали так не делай, он так делает, соответственно,
Что ты хотел получить? Что мы можем, да. Да, действительно. Так, ну, обязательно попробуем на этом прокатиться, потому что я же должна еще и поделиться с телезрителями своими эмоциями, и поэтому испытываю все обязательно на себе, но чуть позже. Пройдемте вот к следующей технике, да, очень интересно тоже посмотреть, что здесь. Вот это для меня что-то новое. На картинках видела, на деле не знаю ничего. Итак, я так понимаю, что есть два варианта, правильно? Это правильное название питбайки, да? Это питбайки, да. Это уменьшенная копия кроссового мотоцикла. Опять же, вся техника из Китая, так как нам тут ближе, доступнее и с запчастями попроще. Это уменьшенная копия кроссового мотоцикла. Она изначально создавалась просто, чтобы переезжать с точки в точку по треку, ну как шутка. А потом начали использовать широко для детей. То есть начали тренироваться дети на этих питбайках. Ну, а потом они как бы зарекомендовали себя как отдельная единица техники и ушли в широкую массу. И вот, допустим, с удовольствием приобретают их в деревне для молодежи. Молодежь катается, получает удовольствие. Но здесь тоже, опять же, они довольно мощные. То есть сами по себе. Это не скутер, это чуть мощнее. Поэтому по дорогам общего пользования на них кататься нельзя. Нельзя. Внимание, нельзя. Нельзя. Ребята, Да, я вас вижу, будьте осторожны. Кататься нельзя. Опять же, повторюсь, у нас специальный полигон, мы здесь занимаемся. И, конечно, это опасно. Конечно, случаются падения, случается... То есть у него есть управление, с которым тоже можно не справиться. Вот эта фраза «это опасно» уже меня настроила немножко в другое русло. Если же там вы говорили все безопасно, здесь уже все опасно. Все да? опасно. Это как на велосипеде катиться с горки или в горку. Все то же самое. Просто здесь нужно понимать основные принципы, что есть двигатель, который передает момент на колесо, заднее колесо крутится. То есть, в принципе, все как у велосипеда, только ты не крутишь педали, а двигатель тянет его, так сказать, вперед. То есть, если сильно газануть, он может встать на дыбы. Но это не этот, это вот этот и вот тот. Это мы как бы приобрели. И они, видите, они без сцепления. То есть здесь полуавтоматическая коробка передач. Все специально для девочек. Да. То есть для девочек это только на словах, а для мальчиков это вот можно показать, как это выглядит визуально, да? Для мальчиков вот есть посерьезнее техника. То есть у кого есть опыт, или, допустим, они приходят к нам, первый день покатались, все поняли, почувствовали, мы садим уже на что-то побольше, повеселее, то есть почувствовать, как он затягивает в гору. Ну, это уже все индивидуально от навыков. Так, если мы поговорим про этот агрегат, то это? Это то же самое, это уже практически полноразмерный кроссовый мотоцикл. Ну, данный мотоцикл это именно эндуро, то есть на нем сильно не попрыгаешь, он более такой лайтовый. У него 250 кубических сантиметров объем двигателя, механическая коробка передач, есть сцепление, также передний задний тормоз, но он просто тяжелее и вдвое мощнее. Вот так. То есть вы когда почувствуете, как этот потянет вас в горку, а потом умножьте это на 2. И вот этот просто залетает. Да. Ну, давайте я немножко расскажу. Хорошо. Когда мы оденемся и перед выездом, там будет более детальный инструктаж. Да, хорошо. Сюда немножко отъеду. Ну, во-первых, все начинается с того, что как на этом сидеть. Сидеть на этом нужно максимально ближе к баку. Для того, чтобы вес равномерно распределялся на заднюю и переднюю подвеску. Ноги ставим на подножки, примерно 45 градусов. Здесь и здесь. Вот в таком положении. Коленями мы держимся за бак, то есть бедрами как бы обнимаем его. Руки лежат на руле, свободные, легкие, локти чуть-чуть приподняты, спинка ровная, корпус чуть-чуть вперед направлен. И в таком положении мы катаемся. Смотрим мы всегда вперед, примерно 5 метров, туда, куда мы хотим приехать. И вот так вот мы катаемся. Если нам нужно повернуть направо, мы бедрами чуть-чуть закидываем мотоцикл направо и рулем помогаем. А что будет, если только рулем, а не бедрами? Вы это в процессе почувствуете. Вот А, вы да? будете вот так вот ехать, вы же повернете направо, он же все равно начнет вот так вот крениться, как велосипед. Да. Просто И в вы момент... бедрами туда. Да, просто вы в моменте, получается, держитесь за него бедрами, и почувствуете, как он кренится. То есть, если вы будете сильно медленно ехать, будет не очень удобно. Если чуть быстрее, то как бы вот, налево, направо. Все, и вроде бы всё просто. большего и не надо, да? Так, хорошо. В случае, если падаем, как группируемся? Как группируемся? Если вы едете,
ну, допустим, условно, на второй скорости, вот вы мчите, все в порядке, и тут что-то пошло не так, вы не успеваете оттормозиться, вы что-то загазовали, зажали газ, испугались. Все, ваше действие оттолкнуть его от себя. Да вы что? Максимально подальше. За него вам не стоит переживать. Что-то сломается, загнется, это все ничего страшного. Самое главное, чтобы вы были целы и живы и здоровы. Вы его отталкиваете от себя, можно даже вот так вот за сидушку прямо отпрыгиваете. Это все на ходу? Да? Это не так страшно, как вы думаете. То есть ты, значит, падаешь, тут ты резко встаешь, отпрыгиваешь, еще откидываешь его, Нет, да? если вы начинаете падать, ну это я сказал, что если вы едете и вы не справляетесь, вы не туда поехали, впереди лес или обрыв, или еще что-то, не дай бог. Там все это есть, да? Ну, тут, в принципе, да. У нас безопасные трассы, у нас У безопасные нас все трассы. можно найти, мы, в принципе, все круги у нас очерчены, но бывают люди, мы запрещаем ехать туда, куда они не понимают, но вот сюда вот могут сюда. тоже залететь. А, Так что ситуация, если вы летите туда, куда вам не надо, условно, то вам нужно, нет, вообще вам нужно нажимать плавненько передний тормоз, стараться справиться с управлением. Но если, говорю, что-то пошло не так, то вам нужно просто его от себя отстранить. Выкинуть. Выкинуть, спрыгнуть. Если вы, допустим, маневрируете, да. допустим, входите в поворот, и у вас слишком низкая скорость, но вы уже его заложили в поворот, и он начинает падать. Самое главное — это отставить ногу подальше. Угу. Я сейчас не буду показывать, в основном у нас падают девочки, но они падают на пол. Они, получается, падают вот так, ногу отставляют, то есть кладут мотоцикл вниз. Какие у вас гибкие, длинноногие девушки. Я, то есть, дай бог, если у меня пятка до земли достанет, а вы говорите откинуть ногу. Просто чуть-чуть, чуть-чуть откидываете, и вот он падает, а вы уже куда-нибудь сюда попой. Самое главное, самое опасное — это вот эти ножки острые, слева и справа. Самое главное, чтобы подальше от них. Ну это мы все о плохом, это случай настолько редкий, я говорю, на 100 человек, ну один. Да, на 100 человек один, и я надеюсь, что я не вхожу в эту соточку, и все-таки сегодня мы увидим те самые эмоции, самое главное, получим их, ну и, конечно же, я постараюсь передать их вам, дорогие телезрители. Движемся далее. Испытано на себе. Сюда. Ой, так нормально? Пойдет. Вот эти штучки в стороны я давить не буду сама, хорошо? А как же макияж? Ныряем на раз, два, три. Как же макияж? Ну там останется немножко на шлеме. Подождите, а его же стену нельзя? Нет. О, боже. Все? Все, он только счетчик касается. Ничего себе. Зря меня красил визажист сегодня. Не, нормально, ничего не надо. Это преодоление страха номер 1. Да. Это жесть. А я как будто в кастрюле. Перчаточки. У меня щеки. Я теперь поняла, что у меня большие щеки. Все так, почему девочки говорят, не фоткай меня, в шлеме у меня щеки. Можно заполнить договора. Дорогие друзья, я практически готова испытать на себе езду на тех самых интереснейших аппаратах, как квадроцикл и мотобайк. Но для начала, конечно же, поговорим про экипировку, потому что это обязательный момент. Значит, меня одели, но рассказать про это я сама лично ничего не могу, поэтому нужно пригласить опять Александра. Саша, рассказывай, что это, для чего это и... Так, что это, для чего это? Да. Это комплект экипировки, самый необходимый. Начнем снизу вверх. Наколенники. Максимально хорошие, качественные, то есть они закрывают полностью колено при падении. То есть, ну, не такие дешевые, как, знаете, на роликах катаются, когда просто вот сюда лепешечка такая. Это хорошие наколенники для мотокросса юниорские, так скажем. Да. Далее, наверху у нас моточерепаха, которая закрывает грудь, закрывает спину, позвоночник, плечи, локти и так далее. То есть, если сгруппироваться, можно кувыркаться, как бы все будет нормально. Далее идет шлем, хороший, качественный. Вот Очень качественный, да, у меня... у него даже царапинки есть, все живы. Все Да. нормально.
Очень качественный, мне аж сдавили все мои щеки. А он бывает маленького размера или так должно быть? Нет, это ваш размер, просто он проходит всю обязательную сертификацию, и это тот шлем, который именно защищает от удара лицом об землю. То есть здесь специально есть зазор. Если удар идет в основном, в мотокроссе всегда ударяются лицом об землю. То есть это вот падение. Спасибо, что предупредили, Алекс. Так что шлем хороший, качественный, все будет в порядке. То есть все интересное всплывает чуть позже, где-то к середине эфира, дорогие друзья, потому что до этого он мне говорил, что все безопасно. Но это безопасно. Да. Шлем защищает. Так, хорошо. И перчатки. Одноразовые перчатки каждому даем и одноразовая балаклава подшлемник. Да, вот здесь там она у торчит. меня. Все Ну, хорошо. гигиена на высшем уровне у нас. Да. Так, дальше. Усаживаемся. Здесь есть специальная выемка. Нам нужно находиться здесь. Ой, Отлично. Чуть-чуть поближе можно. Вот так. Также коленями держимся за бак, то есть чтобы его контролировать. Руки должны быть расслаблены, чуть-чуть согнуты. Спинка прямая, небольшой наклон вперед. Помним, самое главное, что у вас 2 колеса, не одно. К этому сложно приспособиться, но тем не менее, у вас 2 колеса. Когда вы едете, выбираете траекторию движения таким образом. То есть, если кочечка, то нужно ее объехать правым колесом. То есть, если вы налево поворачиваете, то есть правым на нее не наехать. Ну, примерно вот понимаете, где у вас колеса. Это самое главное. Когда вы рулите, то есть налево, корпус у вас идет налево. Потому что он как машина немножко вот так кренится. И нужно это компенсировать немножко. Когда поворачиваете направо, корпус направо. Также вы должны четко стоять на ногах. То есть ноги должны быть уперты в площадку. Вот это задний тормоз, он вам не нужен, мы его убрали. Вот это передний тормоз. Им активно пользуемся, когда нужно притормозить. Вот это газ. Вот так пальчиком. Когда пальчик устанет, можно чуть-чуть продвинуть его сюда и взяться крючком. Вот так. Ага. Как это все работает? Коробка вариатор. Либо вперед, либо назад. Ну, мы всегда включаем вперед, и все, и едем вперед. На словах все очень просто. Саша, пора приступить к делу. Все. Как он заводится? Поворачиваем ключик, выжимаем передний тормоз. А вы отойдете, может? Ну, пока он никуда не поедет. И нажимаете вот указательным пальцем молнию. Нет, надо вместе с тормозом. Отпускаем. Все. Он завелся. Да. Как мы работаем газом? Газом мы работаем очень плавно. Пока не нажимаем, Да, потому что мне рано на пенсию. Газом работаем очень плавно, не дергаем. То есть вы его нажали, квадроцикл поехал, вы там его и держите. То есть если вы уберете, он начнет сбрасывать скорость, замедляться. Добавляете газа, ускоряется. Убавляете газ, замедляется. То есть если будете рывками ехать, то есть вот это дергание никакого удовольствия. Нажали и держите. Смотрите всегда вперед метров 5, куда надо приехать. Ни сюда, никуда, ни сюда. Только вперед, куда вы едете. И рулите лево-вправо. Скорость пока большую не набирайте. Потихонечку нажали газ, он поехал. Держите газ, едете, смотрите вперед и рулем лево-вправо. Ну, здесь в основном направо. Испытано на себе. Давай, давай, давай. Давай, давай, иди сюда. Она стала. Саша, ну вообще, а как с этой ямки-то скатиться? Все так же едем на таком же газу. Просто он чуть-чуть раз туда, можно чуть-чуть передним тормозом его подумать. Да вот что это же? То есть сюда просто чуть-чуть нажимаю на газ? Так же, как ехали, ровно так же едем, просто бугорки и все.
Он на коробке будет ехать, он самокатом не покатится. Если что, передним тормозом чуть-чуть подтормаживает. Не сделаешь ради работы. Молодец! Итак, дорогие друзья, проделано буквально 3 круга, да, первых 3 круга. Казалось, что-то было нереально невозможно. На самом деле, первый круг кажется сложным, второй полегче, третий вообще легко. Уже такая трасса, которую ты узнаешь и едешь. Поэтому это доступно, это не так сложно. Главное начать попробовать. И сейчас предлагает Александр пройти какую-то змейку. Тяжело рулиться, оказывается, дорогие друзья. Вот так надо было делать. Да, Саша, что сделал неправильно? Давай. Всё правильно. Можешь критиковать. Главное, Делала чтобы зрителю всё- помочь. Сделала все правильно, но чуть-чуть помедленнее. Ты раскаталась, тебе нравится, ты поэтому газу побольше хочешь надеть. Нужно именно почувствовать, как он маневрирует. Здесь можно чуть-чуть помедленнее, именно научиться рулить и развесовку, ну то есть балансировать. Так, ну я думаю, с квадроциклами все понятно, да? Уже? Или еще надо что-то? Смотри, Нет. можно на питбайке. Саша, слушай, хочется посмотреть питбайки, и говорят, что у вас здесь очень красивые локации, прям пофотографироваться. Ну это надо на квадроцикле ехать на озеро. Да? Поехали? Съездим. После Далеко? питбайков. Ну давайте на квадрике. Поехали, посмотрим красивейшую локацию. Испытано на себе. Итак, мы находимся на одном из красивейших мест на территории птицефабрики. Да. Обратите внимание, позади нас находится красивое озеро. И действительно, огромный плюс, да, вот езды на квадроциклах, да, вообще вместе с вами, какой, да, что мы передвигаемся по разным локациям, и здесь мы пока сюда ехали, здесь был и березовый лес, да, и еловый лес, были потрясающие поля с подснежниками. В общем, траектория, она различна, да, были и такие, знаешь, виражи, бугорки, можно сказать. Где-то я прямо и кричала, и визжала. То есть это вам не по полю кататься, дорогие друзья, и не по какому-нибудь зеленому лугу. Здесь есть некая нотка экстрима, правильно? А обратно нас еще ждет прекрасный вид на город. Вот еще одна из красивейших локаций, это вид на нашу столицу, и действительно можно приехать здесь, восхититься красотой. Ну вот уже отцветают те самые поля подснежников. Ну и действительно, приехав сюда, можно просто зарядиться некой энергетикой, некой энергией и, конечно, просто полюбоваться красивым пейзажем. Что мы делаем? Сейчас длинный спуск затяжной, здесь более пологий, дальше будет более крутой. В какой-то момент вот мы едем на газу, да, но его потом становится столько мало,
что коробка просто отключается, вариатор, и он катится как самокат. Вот для этого у нас есть тормоз. То есть мы нажимаем, едем на тормозе. Спокойненько, плавненько, не разгоняемся. Если в какой-то момент устала ручка или не хватает силы справиться с торможением, нужно упереться впереди идущего. Впереди я еду. То есть я помогу затормозить эту технику. Слава богу. То есть все время вот максимально зажала тормоз и на нем просто катишься? Просто, нет, ты контролируешь. Если ты сильно зажмешь, он просто будет стоять, никуда не поехать. Нужно подтормаживать. Но если чувствуешь, что он ускоряется, зажимаешь чуть-чуть сильнее. И плавно, потихонечку едем, примерно 1,5-2 от меня. То Так. есть, если чувствуешь, что не справляешься, никуда не объезжаешь меня, упираешься прямо в меня. Да, Александр, кто-то говорит, что все безопасно. Что ничего. Максимально безопасно. Да, ключевое слово максимально. То есть, если понимаешь, что максимальное слово есть, да, то тогда есть варианты, да, еще какие-то, что будет небезопасно. Ну, в общем, я готова ко всему, поехали. Просто все должно быть предсказуемо. Я все объясняю, что нужно делать. И всё. Чтобы не было никаких своротов влево-вправо. Да. Упираемся в меня, я заторможу. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, ну что, прошло около, наверное, часу наших покатушек на квадроцикле. Макияж потек, солнышко светит, 5 литров пота с меня сошло. Это вот первые эмоции после нашего испытания на квадроцикле. Что могу вам сказать? Для кого подходит? Ну, во-первых, для тех, кто любит вот как-то немножечко испытать тот самый экстрим, чего нам в жизни не хватает. Это раз. Во-вторых, девушки, вам советую обязательно это в жизни попробовать. Ну и, конечно, для мужчин это тоже замечательное такое, знаете, развлечение, потому что локации разные, и такие инструктора, как Александр, могут вас отвезти и в труднодоступные места. Но не забывайте о том, что у нас квадроцикл все-таки такой... Опасненький. 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 Да. Хоть и 4 колеса, опасненький. Сейчас переходим к питбайку. Пока ездила на квадроцикле, половина инструктажа забыла. Сейчас все обновим, все расскажу, покажу. Все начинается с посадки. Все начинается с посадки. Садимся поближе, вот сюда, практически на бак. Помню бедра. Бедрами держимся за бак. То есть за мотоцикл мы держимся именно ногами за бак, бедрами, а не руками за руль. То есть в таком положении не катаемся. Вот здесь сидим, коленями держимся. Нужна развесовка на задний амортизатор и на вилку. Вилка должна быть загружена, поэтому мы сидим впереди. Смотрим вперед метров 5. Локти повыше, амплитуды должно хватать, длины рук должно хватать, чтобы маневрировать. Грудь чуть-чуть вперед и как бы полетели. Вот здесь у нас есть рычажок переключения передач. Все передачи идут наверх. Вот таким движением мы включаем. 3-я и 4-я. Понижаемся также вниз. Нужно приложить некое усилие, чтобы переключиться. На ходу. На ходу, да. Вот сейчас проверяем, скорость не включена. Сопротивляется, скорость включена. Так, самая главная посадка. Сидим. Дальше. Органы управления. Здесь ничего нету, как видите, потому что питбайк полуавтоматический. Здесь газ, не как на квадроцикле, здесь уже вот та самая ручка.
всеми любимая. И передний тормоз. Здесь у нас рука расположена именно вот в таком варианте. Два пальца всегда на переднем тормозе. Когда мы газуем, мы как бы гладим ручку пальчиками. Тем самым мы контролируем, ограничиваем себя, чтобы не перегазовать вот так. То есть газуем потихонечку и гладим ручечку. Убираем газ, пальчики пошли сюда, нажимаем плавно тормоз. Срабатывает передний тормоз, мы останавливаемся. Если нам надо ехать, мы плавненько газуем и едем. А если с координацией проблема? Бывало такое, что не может так сообразить с пальцами, с крутилкой, или все могут? Поправляем, все могут. Тут ничего сложного нету. Положили руку, два пальчика сюда, все, едем. Основной захват вот мизинцем безымянным и большим пальцем. Вот так. Вот так. Вот так. Так, хорошо, все. Бедрами держим, сели вперед. Понятно, тормоз, газ, все, да? Тормоз, газ. Газуем, и он едет. А для простоты движения я могу сразу такой лайфхак небольшой. Я могу включить вторую скорость тебе. Золотая середина. Золотая середина. На первой будет слишком медленно. Чтобы ускориться, ты будешь открывать газ. Тебе будет казаться, что много, ты будешь убирать, будешь дергаться. Сейчас я включу вторую скорость. Со второй скорости тоже можно трогаться. Плавненько нажимаешь газ и поехала, как на велике. Все, скорость будет нормальная. Небольшая, не маленькая, комфортная. И потихонечку едешь. Все движения у нас делаются плавно. Саша забыл коронную фразу. Все безопасно. Все максимально безопасно. Плавненько газ и поехала. Едут у нас все. Такого не было, чтобы кто-то не доехал, хотя бы до поворота. Нет. Страшно. Страшно, да, звучит по-другому. Очень страшно звучит, но бояться его не надо. Все, попробуем тогда сразу со второй. Я тогда эту вот эту штучку не дергаю. Не дергай. Твоя основная задача смотреть туда, куда ты едешь. Подожди, я не падаю? Сюда сажусь вперед, да? Еще вперед? Но я же коротконогая. Нормально сидишь, там где надо. Ногу могу поставить? Я не упаду налево-направо? Нет, упадешь? Ну как на велосипеде, ты же одной ногой всегда на землю. Не, я просто хочу понять, ты его держишь, ты вес чувствуешь? Нет, я вообще ничего не чувствую сейчас. Давай заглушим, чтобы ты не волновал. Подожди. Вот я ничего не чувствую. Подожди, встала. Ну, стоишь? Еще я должна поставить ногу, и она не будет дергаться? А обе ноги можешь поставить? Нет, у меня много длины ног не хватает. Держишь его, не падаешь? Падаю, конечно, что я по-вашему тут стою? Нет, я в смысле, ты вот на ногу встала, ты его держишь, он на тебя не валится. То есть хватает его держать? Ну, все в порядке? А, это все, что сегодня Это надо все. сделать? Да, это все. Готово? Да, готово. Готово. Включай. Знаете, порой иногда думаешь, где я работаю вообще? Так, ну что, короче говоря, встала. Ой, Когда трогаешься, у тебя одна нога на земле, ты плавно газ нажала, он поехал, ногу поставила на тебя. ну я точно не упаду налево-направо сейчас. Ты на велосипеде ездить умеешь? Я же как назад. Ну и все в порядке. Тут самая главная фишка в том, что ты приехала кататься, и тебе нужно ехать. Все, Ну, не бояться стоять, его да, не надо. тупить. Все, ты села и едешь. Мысли материальны. Надо думать о том, что ты приехала кататься, а не падать. Надо думать, что еще время эфирно ограничено, и я Да. должна это сделать в рамках этого эфира. Газом плавненько. Вот так? На себя. Сейчас, подожди, я тебе его заведу. Так, Что происходит? спустись пока. Дай нажимай газ. А скорость, вы говорите, у меня маленькая. Вот сюда на себя поворачиваю, и она начинает прибавляться, да? Нажимай. О, Почувствуй газ. Пальчики. а вот эти Да, да. Если совсем неудобно, А у то меня как пальцы обычно. не дают, видишь, не дают. Если Тогда я держи, держу, как обычно. достает уже. Держи как обычно тогда. А потом просто хватаюсь. Просто помни, что ты держишься за бак. Если будешь держаться за руль, и он поедет, и ты будешь сильнее еще газовать. Поэтому, А, вот тут надо сидеть же. да. И бедрами держать. Все, поехали. Долгие проводы, лишние слезы. Что ты здесь делаешь? Я сейчас включу вторую скорость. Да. Плавненько нажимаешь газ и едешь. Вот так же маленький круг, как каталась. 2 круга сделаешь, потом остановишься, я тебя здесь поймаю. Ключевая фраза поймаю. Ну что,
что, как говорится, с Богом. Оператору очень весело, он просто веселится сидит. А вы со мной не поедете, что ли? Нет, я бегать буду. Вот так вот. Все сама, все сама. Все, едь. Надо идти лучше. Нормально, зато удобно ехать. Едешь очень хорошо. Вторая скорость. Вот так вот, я чуть-чуть делаю, оно сразу горгонит. Я А на первой будет еще медленнее. И вот это дергать будет еще ярко. прочувствовать, да? Да, надо просто прочувствовать этот момент. И на самом деле чуть побыстрее можно. Да? Да. Страшно же. Да, наоборот, не страшно будет. Максимальная скорость, кстати говоря. Ну вот сейчас было километров 20, не больше. Какая маленькая цифра, всего лишь 20, что ли? Да вообще по чуть-чуть же ехал. Так, хорошо, еще один круг. Я сейчас выполню это идеально. Да? Сделаем? Там друзья стоят, я могу пить сейчас. Нет, надо будет их объехать. Готово? Да. Подожди, я скорость включу. Так, ну что, эмоции, впечатления. Мне почему-то кажется, что это сложнее, чем квадроцикл. Почему, не знаю. Ну, потому что опыта вождения, видимо, нет. И вот эта вот ручка, она так чувствительна, да? То есть чуть-чуть пережмешь, и все, уже скорость сразу. Но я думаю, сейчас мы должны поехать уже на какую-то локацию, ведь, да? Нам в горку надо ехать. Куда? А может, в следующий раз? Нет, сейчас. Хотя бы небольшую горку можно прочувствовать? Несколько кружочков надо покататься. Все, отлично, еще. Тихо, ты куда? Готова к настоящим эмоциям? На штурм горы. Едешь хорошо. Вот сейчас смотри, выбрала, как объезжать, и поехала, и правильно поехала. Ну, то есть, не по траектории, конечно, но зато справилась с паникой. То есть, чук-чук-чук, все нормально проехала. Бугорок был сложный. Сейчас едем в гору, скорость та же, вторая, но газку ему побольше. Он прям попросит. То есть, ты едешь, скорость у тебя будет та же, но газу надо давать больше. И в горку чук-чук-чук-чук-чук, и заехал. А подожди, а там что может произойти не то? Если я максималку дам, нормуль? Максималку не надо. Ты А должна- я не понимаю, где здесь максималка. Ну ты вот едешь, как ты едешь, а в горку тебе надо больше. Ты почувствуешь просто, чтобы он ехал туда. А если я на полпути передумаю? Передумаешь ехать? Нет, ты едешь, он тебя затащит, все Точно? нормально. Да. И там особо поворачивать, только вот направо плавненько и все, да? Плавненько направо, и там потом будет такая ступенька и пологий спуск. Там остановлюсь. Нет, едь дальше. Поговорить. Поговорим на втором, на третьем кругу. Толик,
можешь там остановиться, поговорим. Вот на этой горе большой, товарищи, вы видите, что там? Вот туда, он говорит, вот они поехали. Слышишь, как работает? То есть вариантов, что он туда не въедет, нет. Нет. Только если я скорость маленькую сделаю, да? Да, смотри, вот ты едешь, первый подъемчик, потом ступенька и вторая часть подъема. Когда на ступеньке можешь чуть-чуть убрать и дальше газку. Но ты прям почувствуешь, ты прям будешь ехать, просто побольше газа ему давать. Там вариантов других нет, да? Нет, только наверх. О, боже мой. Сейчас я туда добегу, делаешь также маленький кружочек первый, и потом на второй едешь и пошла газку побольше. Слезы текут, все течет. Такое ощущение, что это самый сложный выпуск испытано на себе в моей жизни. Так, Саша, отходи с дороги. Сначала маленький кружок первый, потом на подъем. А, хорошо, ладно. Маленький кружок первый. Поехали. Газ! Давай, все отлично! Я сама не поняла, как я это сделала. Саша, я не поняла, как я это сделала. В общем, я до туда доехала, но я же не знала, где спуск. Но когда был спуск, я уже нажала на тормоз потихоньку. Ну, нормально, съехала же. Чуть в стену не врезалась, видел? Дорогие друзья, в общем, вы упустили важный момент, но спуск я еще один раз покажу, потому что я уже знаю там, где поворачивать. Но я спустилась первый раз чисто случайно. Ну, поехали! И... Да, Даша, вперед! Мамочки! Тормозу немножко, да? Вниз пошла! Едь! Ну что, дорогие друзья, это был мой третий круг. Вы только посмотрите, с какой высоты, ну я думаю, вы все видели, я поднималась. Действительно, первый круг был для меня чисто неожиданностью. Я даже не понимала, куда я еду, я сюда влетела, а дальше было что-то невероятное. Саша был внизу, и здесь я разбиралась сама с собой, и я думала, там еще ехать, а тут спуск, товарищи. Но там, как учил меня Саша, нужно было нажимать на тормоз. Плотненько с тормозом, да, на второй. И я спокойно спустилась. Но таких эмоций, я могу честно сказать, я не испытывала ни разу, вообще ни разу. Страшно, конечно, я рисковала жизнью, немножко необдуманный поступок, но оно того стоило. Саша, ну что, вот на такой замечательной ноте, на такой прекрасной высоте, на фоне красивого пейзажа, да, я благодарю тебя за участие в съемках нашего проекта. И действительно, вот сегодня, как никогда, это было реально испытано на себе. У тебя, да, у тебя потрясающая работа, я тебе даже завидую. Хотя, наверное, у тебя каждый раз открываются новые горизонты, да, здесь? Да, в основном открываются новые. Да. Не, мы всегда, конечно, здесь всегда работаем с клиентами, но каждый клиент, вот эти каждый раз эмоции ты слушаешь и понимаешь, что мы делаем правильное дело. Правильное дело. Это очень правильное дело, тем более я считаю, что каждый житель нашей республики должен попробовать. А так как вы у нас единственные, значит, все должны прийти. Ждем. Советую, рекомендую и безумно рада, что здесь сегодня побывала. Ждем всех с нетерпением.